Так, ребята, выезжаем с Гегского водопада. 12 часов дня. Водопад меня, конечно, впечатлил. Такой именно огромный водопад. Природа вокруг, красивые скалы. Лавочки есть, посидеть, отдохнуть, попить чайку. Место такое шикарное. Я сам был, туристов никого до сих пор нету. Осень, еще плюс прохладно уже. Поэтому, наверное, и не едут. Вот. Вообще никого не было. Сам был. Попил чайку, отдохнул. Ну и выдвигаемся на трассу, так скажем. 7 километров на выезд у нас нужно выехать на дорогу эту основную, и будем ехать в Гагру на заправочку. Сначала надо будет там зарядить аккумулятор, перекусить. Вот, и потом поедем домой уже в Адлер. Колеса помоем. Да, красота здесь, конечно, нереальная. Там еще куда-то дальше вела дорога через лес, куда-то там. Я по карте посмотрел, но что-то я и так и не понял, куда она там выходит дорога-то. Так, ага, тут лужи одни, понятно. Мы ж тут уже проезжали по этим лужам. Вот так вот. Сполоснули немножко. Так. Кафешка закрыта на водопаде Гега. Конячка тут где-то была. Пропала куда-то. Тишина. Тишина, тишина. Да, местечко такое интересное. С начала пути, с поворота, там как на Гегу уже поворачиваешь на машине. Мы там стали, я выгрузился. Вот, с того поворота полностью до водопада, там, ну да, грубо говоря, там было 6, по-моему, 6400, что ли, или 6600 километров. То есть 6 километров и там сколько-то потом метров. Ну, будем брать 7, потому что по моему Гармину показывают 6 там с копейками, а по навигации Maps.me там 7. Вот, и одно деление спалили. То есть у нас сейчас чуть 4 деления. Сейчас, я думаю, на трассу выйдем, будет 3 деления. Ну, нам, в принципе, одного аккумулятора, наверное, до заправки хватит. Там можно будет зарядиться. А один только чтобы был заряженный. Ну, в смысле, чтобы у нас один целый есть.
заряженной. А второй, чтобы был, ну, можно, чтобы 3 было деление. Там, в принципе, до границы, до абхазской, российской, один аккумулятор мы спалим. Это от заправки до самой границы. Там 40, по-моему, 45, что ли, километров. Вот. «45 км». Ну а там с границы уже до Адлера домой. Там, в принципе, ну да, там надо 3 деления. Можно и на 2 доехать, но это так, в эконом режиме. Можно будет еще по времени, посмотрим, заехать на Имеретинскую набережную, посидеть на берегу моря, допить свой чай. Термос на 700 миллилитров, а мы выпили только 2 стаканчика. То есть там еще у нас пол термоса есть. Так что дождя, наверное, да, там дождь, там что-то на часов 11, что ли, ночи, или 12. Да, но тут дождик был, он, лужи приличные везде, не подсохло еще. Интересно, сколько здесь температура сейчас? Я думаю, ну так, по ощущениям, где-то, наверное, градусов, наверное, 4 где-то. 4-5. Я думаю, где-то так. Ну да, и высота здесь там была что-то... Сейчас у нас 630. А там была высота, ну, наверное, 700, что ли. Может, 680. Вообще что-то, ни одного джипа, ни одного внедорожника нету. Там еще смотрел, есть в Абхазии такой водопад, называется Великан. Водопад Великан или водопад Ирина. Или это одно и то же, или это 2 разных водопада, ну почти в одном и том же месте, рядом там. Вот, ну он находится аж за Сухумом. Как-то там называется Тхучкавели или как-то Курочкавели поселок. Вот с этого места туда показывают 125 километров. Как бы прилично ехать, да. Не знаю, в этот раз, в эту поездку мы туда поедем или нет. Там водопад такой, конечно, больше, чем, по-моему, Гекский. Ну, если с Адлера ехать, это, конечно, да. Это где-то, если отсюда 125 показывает он, там еще километров, так, с Адлера сюда 50, где-то 50 километров, где-то 55. Ну, где-то, да, километров 100, километров 180-190, а может и целых 200 к этому, на этот водопад ехать. В принципе, там там идет трасса, она не такая уж и загруженная.
на машине можно доехать за часа, я думаю, 2,5. Да. Может, можно будет и поехать. Надо подумать. Или уже в следующем году. Это надо вставать. Это где-то выезжать надо пораньше, в часов, наверное, 6 уже надо выехать, чтобы не спеша доехать потихоньку. Так, а темнеет сейчас рано, уже закат. То был в 5:10, в 5:05, а сейчас закат уже в 4:50. Да, сейчас уже получается где-то в 5:20 уже почти темно. Ну, грубо говоря, в 5:30, да, уже все темно. Зима приближается. Осталось тут 10 дней, даже уже меньше. Уже меньше, да, 10 дней до зимы. Ну, кстати, в Абхазии зимой теплее даже, чем в Сочи, Адлере. На сколько-то там градусов. Типа, как считается, самая южная точка юга России. Ну, Абхазия якобы и Россия, но и якобы не Россия. Ну, в общем, теплее, да, здесь зимой, чем в Сочи и в Адлере. Ну и чем в Крыму тоже получается теплее. Ну а по погоде сейчас, в принципе, такая же температура здесь, в Сочи, как и у нас дома в Крыму. Здесь сейчас вот плюс 12, там днем плюс 15. Вот. Ну, такая температура здесь, и дома тоже такая же. Да, дорога тут интересненькая. Так, спуск небольшой. Небольшой спуск. Был подъем, а сейчас спуск.
Да, дорога на водопад. Интересная. Что-то уже 12 часов, а туристов нету. Будний день. Туристы, видно, по каким-то другим местам сейчас ездят. Ну и плюс осень, да, ноябрь месяц, сейчас особо туристов нету. Ну есть, ну так, периодами приезжают. Это вот летом, да, летом с июня по сентябрь постоянно идет поток каждый день. Одни проезжают, другие уезжают. Да, тут, конечно, грязюка. Но мы ж на танке. Ха-ха. Мы проедем везде тут. Мы на танке, мы на танке. Так, это нам надо к часу мы, наверное, да, к часу мы на заправку не успеем. Это надо хотя бы во сколько нам приехать на заправку? Хотя бы в 1:30 приехать. Это где-то часика 2 аккумулятор зарядится. Что-то там щелкает, а он в доме справа, там он дымится, печь. Живут кто-то в таком месте, построили дома. Интересно. Или может там чья-то дача. Дача Горбачева. Так, вот и доехали до этих домиков, беседок. Что-то тут кафе. А, тут еще и кафе есть. Ничего себе. Кафе, шашлык, форель. Ну да, сейчас понятно, что туристов нету здесь. Летом, наверное, да, тут все работает.
Вон Гега течет. Так, продолжаем наше движение на спуск. Уже полпути проехали Гекского водопада. Так, сейчас пойдет, да, вот это петлями дорога вниз. Трясучка. Трясучка. Да, река тут прям такая чистая-чистая, чистяк. Прям такая прозрачная, голубая. Красота! Вау-вау. Тихо. Тихо, тихо. Да. Виды здесь, конечно, просто потрясные. Ох, красотища какая. Шикарный вид, шикарный. Просто шикарный вид.
Первые туристы поехали. Да, только вспоминала о туристах. Вот поехало 2 машины. Эх, какая же красотища, блин, обалдеть просто. Просто обалдеть. Надо это заснять еще раз сейчас. Заснимем. Так, едем дальше. Спускаемся. Да, спуск такой прикольненький. Мне нравится. Оп-оп-оп-оп-оп. Да, виды, конечно, потрясные здесь. Просто потряснейшие. Так, а тут, в принципе, можно включить и эко-режим. Хорошо, что здесь сухо. Да, мы сегодня были первые на водопаде. Повезло, что никого не было. А вот поехали туристы, сейчас бы там не сфоткаешься, не поснимаешь нормально. Набежали б тиктокеры всякие.
ютуберы. Да уж. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-т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 а. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Да, ну тут есть местами такие эти камни. Вот эта дорога тут самая такая, да, убитая, можно сказать так. А там дальше получше. Дорога. А здесь, да, здесь камни такие с местами не очень хорошие. Трясучка, трясучка. Сейчас уже скоро спустимся. О, едет навстречу кто-то нам. Кто-то нам едет навстречу. Уже почти спустились. Вот третья машина поехала. О, к обеду, да. Просыпаются туристы. Что у нас тут? Ничего интересного, да? Так, нам бы в туалет бы сходить где-то. Ладно, там дальше где-нибудь станем. Да, вот здесь вот дорога. Если вот еду я на машине, и еще встречная. Как они тут меняются. Раз, раз, раз. Притык. А, ну здесь вот шире, да, уже дорога. Да, вот это самая такая. А там уже выше, лучше. Там ровная уже, более и менее. А здесь, да, вот спуски, подъемы такие по этим камням. Вон внизу уже трасса. Сейчас выйдем на трассу и притопим. Пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум.
Туристы, 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 туристы. Туристы, туристы, туристы. Туристы, туристы, туристы. Туристы, туристы, туристы. Туристы. Да, вот уже 4-я машина с туристами. Да, ну конечно, место мне понравилось очень. Дорога такая интересная, живописная. И как раз для моего байка горная дорога. Грунтовка с камнями. А то все трасса, да трасса. Набережная. Вот. Так, не спешим. Не спешим. Местами скользкие камни. Да, вот уже почти спустились. Вот это тут в самом начале, да, дорога. Капец. Булыжники такие. Так, а в туалет мы, наверное, сейчас сходим где-то здесь, да. Чтобы уже на трассу выехать и не останавливаться, постоянно ехать. Вот сейчас сюда заскочим. О, все, выехали на трассу. Все, мчим. Чудо природы, Гекский водопад. Да, все, мчим на заправку в Гагре. По-моему, отсюда километров 20, что ли.
MTB режим. 4 батареи у нас. Ой, 4 батареи, да. 4 батареи. 4 заряда. 4 деления, вот так. Так что нормально. Притопим сейчас. Очки одеть надо. Три деления. Река слева течет. Гега. Река Гега.
красота, красота! Солнышко, о, хорошо. Сзади никого. Петляем. Повороты, поворотики. Проехали Голубое озеро. Сейчас тут будет этот КПП. Туристы поехали уже к обеду. Все проснулись. Утром никого вообще. На озеро проезжали. Никого не было вообще. Ни машин, ни... Ну, все было такое. И там эти даже... Теток этих не было, которые там продают фрукты, вино там. А сейчас попросыпались все, да. Ну а что, это мы, получается, здесь проезжали было... сколько было? Где-то было часов 9, да. 9, полдесятого. Я ее полюбил за ее красоту, ши глаза, косу.
Нужен танкист. КПП 350 с человека. Два деления. Да, ну уже на улице прохладно, аккумулятор садится быстрее. Вот, так что да, на этом аккумуляторе мы до заправки не доедем. Придется там дальше переставляться. Ну ладно, а чё? А чё сделаешь? Переставимся. Хотелось бы, конечно, пораньше выехать, чтобы до темноты проехать границу абхазскую, российско-абхазскую. Но может не успеем, да. Ну ладно, чё. Будет как будет. Я яблоки ела. Еще и ветер. Ну да, ну да. Красота! Красота, красотища!
ветер, конечно, будет садить еще быстрее. Аккумулятор. Ладно. Что сделаешь? Ветер так ветер. Дом меда. Вон такие пчелы, улики. Какой мишка он. Собаки гуляют. Эх. Чуть-чуть помыли скаты. Красота, красота. Какая же здесь красота. Эх. Да. Виды просто космос. Санта-Лючия.
Так, что там у нас? Для звонков близких. Что-то там